заковой на очной ставке. Если ваш врач-диагноз Гавриленко подтверждает диагноз миелобластный лейкоз в присутствии комиссии, почему тогда комиссия выносит отрицательный результат? Она отвечает, что там очень много в купе определенных факторов и не объясняет каких. Хорошо. Кем был собран анамнез? Кем был осмотрен этот больной? Где он сейчас получает лечение? Где все эти доказательства? Если есть доказательства того, что он не больной лейкозом, так это вопросы не к моему подзащитному, а к тем, кто участвовал именно в красивой транспортировке данного заключенного. Следующий момент. Вот существует на сегодня еще постановление правительства о том, что определенные есть заболевания, по которым необходимо освобождать заключенных с мест заключения. То есть не инкриминировать им такую меру пресечения и прочее. Почему тогда, задается такой хороший вопрос, почему Батукаеву, инкриминируемую по преступлению, поставили диагноз миелобластный лейкоз, его почему-то освобождают досрочно, а сукаринова нет, в этой степени рака. То есть проведите просто параллель, включите логическое мышление. Здесь чистейшая политическая стезя. Дальше. Отдельно, опять же, остановлюсь на прецеденте, который возник на очной ставке. К сожалению, на очной ставке с моим подзащитным произошел гипертонический криз с прединсультным состоянием. Мы его госпитализировали в клиническую больницу номер 2, провели МРТ. МРТ, к счастью, уважаемые присутствующие коллеги, к счастью, у него не было инсульта, но у него было приходящее нарушение мозгового кровообращения. Если такое происходит, мы, как коллеги, когда такое происходит, мы обязаны его на сутки-двое оставить на наблюдение. Обязаны, под наблюдение. Но, к сожалению, я хочу сейчас обратиться еще официально к министру здравоохранения, врачи данной клиники не должным образом исполнили. Да, сделали только обезболивающее и дали под язык топтоклин. И отправили опять в СИЗО нашего профессора. Кто знает, что произойдет там дальше. И в конце хотелось бы сказать, что мною после проведенного адвокатского расследования подан ходатайств. Более того, акцентирую на том, что если на тот момент действительно была подмена мозгов скажем так, с подачи других неизвестных участников преступления, то мной будет подано одно из ходатайств проведения генетической экспертизы биообразца на данном стекле с биологическим образцом родственника другого больного с идентичным диагнозом. И данные у меня сейчас уже, данные доказательства это есть. И это ходатайство будет заявлено следователю. Надеюсь, что биологические образцы к тому времени, когда будет заявлено ходатайство, не будут уничтожены. Я это говорю специально на телевидении. И в конце хотелось бы сделать обращение. Уважаемый президент, уважаемые депутаты, уважаемые соответствующие исследователи, пожалуйста, отнеситесь объективно, включите логику и возьмите под свой личный контроль данное уголовное дело. Данное уголовное дело резонансное. До каких пор интеллигенцию в лице медиков, учителей и прочих будут гнобить и гнобили? Это что, 50-е годы? Это что, тот произвол, который раньше происходил? Нет. Самое главное, нам нужно разобраться, а мы разберемся. Мы сейчас проводим независимое журналистское расследование. Следите, пожалуйста, за журналистским расследованием. И это результаты журналистского расследования будут представлены в следующий раз. Спасибо. Спасибо, Анна. Позвольте мне в нарушение всяких правил еще раз задать вам сразу вопрос. Госпожа Эралиева, которая выведена сейчас из активного процесса, еще раз скажите, кем она являлась и почему сейчас она не самая значимая фигура? Врач Эралиева Мария Муровна, это врач-онколог, который по санавиации была направлена для осмотра Батукаева, больного Батукаева на районе в колонии. Она причастна к отбору образцов, более того, она причастна к транспортировке данных образцов на исследование. Следующий момент. Почему она сейчас не заключена под стражу и как бы в льготе сочувствует на свободе, объясню следующим образом. Она нам конкретно сказала, пойдите на сделку со следствием. Вот и все. То есть у меня, как у адвоката, возникло подозрение, что она пошла на сделку со следствием. А вы знаете, что такое сделка со следствием? Дай показания против других, тебя освобождают. Спасибо большое.
На Кыргызском языке кто-нибудь обязательно скажет информацию, я слышу вашу просьбу. Я передаю слово господину Анесту Зарифьяну, напомню, профессор, декан медицинского факультета КСР. Она дала очень расширенную информацию, вполне компетентную. У нас время, так сказать, ограничено, поэтому остальные профессоры, все, кто сочтет нужно, выскажутся. Прошу вас. Вообще трудно что-либо добавить, потому что вы сейчас сказали. Я сам по ходу для себя сделал целый ряд весьма неприятных открытий, поскольку Эмиль Кожошич, как человек большой выдержки, как говорится, интеллигентный человек, он вообще никогда нас не посвящал даже в эту историю, честно вам скажу. И я хотел бы еще отметить, что Эмиль Кожошич, он как бы в двух ипостасях здесь выступал. С одной стороны, он является профессором нашей кафедры онкологии, но в этой истории он фигурировал, как вы правильно сказали, в качестве заместителя академика Раимжанова по институту гематологии. Ну и поскольку это как бы не касалось непосредственно университета, мы тоже лишнего любопытства не проявляли. Хотя, я полагаю, что даже детям понятно в нашей стране, что эта ситуация связана не с медицинскими ошибками какими-то, да, а это абсолютно политически мотивированное дело, о чем я говорил и в прозе, и если уж хотите, вот когда шумиха в парламенте началась в 2013 году, я выступил по телевидению, и вот книжка у меня опубликована, такая фишка памфлетическая. Брань в парламенте такая, просто форменный позор. Сбег на волю Батукаев, удалой в законе вор. Хворь смертельная, однако, полагаю, рака нет. Это власти встали раком, помахав Азизу вслед. И сейчас мы с вами знаем детали из источников, заслуживающих полного доверия. Значит, инициатива шла не с киргизской стороны, инициатива шла из Грозного, вы это прекрасно знаете. Самолет был из Грозного. Сестра Батукаева откровенно стала повествовать о том, какие взятки были даны немеренные для того, чтобы решить этот вопрос. Фигурирует непосредственно, что тут греха таить, Рамзан Кадыров, который через какие-то свои каналы действовал, нравится это кому-то или не нравится. Но уже что, самих себя-то не надо обманывать. Значит, дело было шито абсолютно белыми нитками, вот дело абсолютно политическое. И мне кажется стыдно, что сейчас пытается уйти вот именно от этой линии и экстраполировать все на вину врачей. Теперь, что касается, значит, Минздрава, докторов и так далее. Слушайте, мы же не дети. Мы выстроили при нашей похвальбе о великой киргизской демократии, мы выстроили странную такую, знаете, систему, о которой сейчас даже президент хватается за голову и на совбезе говорит: да что ж такое происходит, никому верить нельзя, судам верить нельзя, да? Следственным органам верить нельзя, обществу надо начинать чистить от и до. Так вот, на этом фоне, действительно, какая может быть и кому вера? Остается руководствоваться только здравым смыслом и собственной порядочностью. А они подсказывают следующее. Абсолютно уверен в том, что Минздраве в лице Калиева, других ли медиков, если потребовалось, просто нагнули. Они, может быть, даже и не понимали, чего от них хотят. Ну, сделайте анализ, дайте заключение, дайте, значит, какой там диагноз и так далее. То есть врачи, как я понимаю, работали вслепую, за исключением, может быть, того человека, я не имею чести, и слава Богу, и удовольствия знать эту даму, которая делала забор. Потому что вы прекрасно понимаете, что если непонятно до сих пор, какой она забор делала, у кого она брала эту кровь, стернальная либо там была функция, была ли вообще эта функция, что за материал был привезен уже непосредственно туда, в институт, профессору Макбету.
А особенно мне жалко, конечно, Ирину Цопову в данной ситуации. Потому что мы знаем, как работают морфологи. Морфологу приносят стеклышко, чтобы представляли. И говорят, посмотри, он садится и смотрит под микроскопом. Зачастую там не обозначено вообще ничего. Ни фамилия, ни имя, отчество, ни предварительный диагноз, ничего. Человек дает предварительный диагноз и все. Я думаю, что этих людей, как мне хочется верить, использовали абсолютно вслепую. Это первое. И теперь, значит, мне совершенно непонятно. Если это была манипуляция врачами, если они только оказались инструментами вот этого политиканства, то понятно, что они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы истина восторжествовала. Если так, в любой цивилизованной стране есть такое понятие – сотрудничество со следствием. Что, Макимбетов или Цопова отказывается сотрудничать со следствием? Ничего подобного. Вы знаете, Макимбетов сам пришел, понимаешь, на беседу, значит, к следователю и так далее. Почему надо сразу применять такие жесткие меры? Какую опасность он в данном случае представляет для общества? Гораздо большую опасность, я считаю, представляют те люди, которые, я склонен в данном случае верить откровениям сестры Батукаева и нашему уникальному экс-омбудсмену Турсунбеку Акуну, которому я бы дал еще, знаете, звание народного артиста. Он так эмоционально всегда выступает. У меня по нему тоже есть целое стихотворение по его монологу, где он рассказывал: ну если со слов сестры Батукаева я получил $100 000, так давайте подумаем, а сколько же получили генеральный прокурор и так далее, вплоть до президента. Было это выступление? Да. Было. Полу такое юмористическое, полушутовское, но оно было. Поэтому, как говорится, в каждой шутке, да, есть и только доля шутки, а все остальное правда. Спасибо, вот. Спасибо, Анатолий Петрович. У нас мало времени, сейчас по просьбам журналистов на кыргызском языке сказанное и свою личную оценку проинформирует вас господин Марат Осонбаев. Напомню, он является кандидатом медицинских наук и заведует отделением Национального центра онкологии и гематологии. Вопросов, видимо, будет много, да? Я так понимаю. У нас еще два очень значимых спикера, и мы можем перейти ко второй части пресс-конференции, сессии вопрос-ответ. Endi ko'rishdim o'sha subbota kuni olib shu Suraqqa ketayotgan bizni tan olibda qancha yil уже бүткөн жумушта кайрадан косуп болгон анан экинчиден ал жерде айтылып жүрдү ушул элибиздин бүгүн тагдыры чечилет или бошотулуп домашний арестке же болбосо СИЗОго под стражей или подписка на выезд ошондой болот ошол болоттор баарыбыздын чогулушу деле биздин чогулуп подпись чогултуп андан сырткары өзүбүздө жакшы эмне жөнүндө ойлорубузду айтып характеристикабыздын баарын берип что онкологияда оорулар единственный педиатр онколог жалгыз ушул операция кылат бизде операциялар онкологиядагы балдардын баардыгы өтө билесиңер бул өтө оор операциялар бул операциялар ар жерде жасай бербейт Кыргызстан боюнча жалгыз эле бизде онкологияда жасалат ал операция только ошол Эмиль Кожошев жасайт ошол күнү да биринчи күндө операция болчу азырда ошол операциялар бар деп күтүп атат да биз ойлойбуз эмне кереги бар эле муну отургузуп койгонгодачы качып кете тургандай бир өзүнүн эле мүмкүнчүлүгү жок бир жака качып кетсе ачык адам эле чынын айтканда мүмкүнчүлүгү жок ушул жерде эле туруп ушул жерде операцияларын кылып жасай берсе канча ооруларга жардам берет эле канча ооруларга ыйлап түшөт ошол жерде азыр клиникада кандай эмне творится азыр баардыгы тенгичи ушул оюн биздин оюбузча бул саясатка келиштирбей эле мына азыр Анескевич жакшы айтпадыбы жанагы лаборанттын дагы Эмиль Кожошевдун бул жерде эч кандай тиешеси жок эмнеге булар алып келип берген стеклону көрүп ошол жерден диагнозун чыгарып берет ал больныйдын өзүндө көрүшпөйт ошол жерде алып келген эч качан оорулар өздөрү жанагы анализден алып келип бербейт ошон үчүн айтам бул биз ушуну саясат катары эсептеп атат бирок биз тергөө ишине кийлигише албайбыз бирок биздин азыр онкологдордун биздин башы жамгыятынын атына суранат элек ушу тергөөнү президентке ушул Эмиль Кожошевду азыр үйгө которуп
ошол жерде азыр өзүнүн жумушун кылып, орлорго жардам берип, расследствие өткөнгө чейин ошондой кылып беребиз. Суранат элек. Бул өтө интеллигенттүү, өтө тарбия көргөн өтө жакшы адам да. Буну отурганга болбойт. Спасибо большое. И в тему относительности необходимости золотых рук чистого сердца господина Акимбетова я предоставляю слово Гульзат Жапановой, которая является мамой пациента, жизнь которого зависит от того, будет на свободе, на подписке о невыезде профессор, либо будет продолжать находиться в СИЗО. Прошу вас. На кыргызском языке журналисты. Баланы бириле математиктердин үйлөсүнө же онкология, центр онкологияга болгон мындай кыйынчылык болгон жок. Булар бир ооруган баланын ата энеси үйлөсүнө бардыгына кыйын болуп жатат да. Биз мага ошол энелер көп, азыр энелердин атынан мен келдим. Менин кызым ооруп 2016 декабрдан бери ошол жерде дарыланып келе жатабыз. Биздин жаныбыз оорулуна байланыштуу менин кызым 5 ай төшөктө турбай жатты. Ошол ооруларды тургузуп, карап, убакыттарын бөлүп, ушул биздин онкологияда эле жалпы жамаат Макиметовдун катарында ушул жумушту аткарып келе жатышат. Эгер мына журналисттер сиздер майрамда гана барып көрүп келип жүрөсүздөр, мен кээде отуруп ошо энелер айтат, ушул кино тартса ушул балдар тууралуучу, ошолордун алган лечениясы, алардын тарткан кыйынчылыктары, аны Алла Тааладан берген менет дейбиз, биз шифа тилеп отурабыз. Бирок ошого себепкер болгон ушул Макиметовдун катарында ошол жердеги дарыгерлер, мен сиздерге айтып кетем. Онкология өнүккөн жок. Өнүкпөптүр балдар онкологиясы. Андан эми булар болгон аракетин жумшап атышат. Макиметовду мен ушу президент Сооронбай Шариповичке, ушу биздин депутаттарга, ушу тергөө жасап аткан адамдарга кайрылат элем. Макиметов бизге аба менен суудай керек, биздин балдарыбызга. Макиметовдун жардамын күткөн балдар азыр детский онкологияга барсаңыздар толтурат. Мына биз Макиметовду отургузгандан бери биз үй бүлөбүз менен алайда жатып алып ыйлап жалат болуп атабыз. Ошон үчүн Макиметов бир жака качып кетпесе керек. Ал киши кача турган киши эмес. Мен аны 2,5 жыл 3 жылга жакындап калды билем. Түнү күнү анализибиз түшүп кетсе, башка болсо, кайсы убакта чалбайлык. Макиметов болобу, Заринишова, башка катырдагы докторлорубуз сөзсүз телефондорун көтөрүп жооп берип консультация берет. Ошон үчүн мен бирден бир ушул сиздерден пресс-конференциядан ушу туура жеткизиңиздер. Жалгыз педиатр онколог Макиметов Эмин Кудушевич балдарга керек. Бизге качан качып кеткен Батукаевди козгоп ушунча жылдан кийин уручу кылып 2 адамды отургузганда эмне чечилет? Макиметов чыгып подписка берип балдарды дарылаш керек. Бизге балдардын, кыргыздын келечеги керек да, өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Биз башка жактан жардам күтө албайбыз. Макиметовдун жанында балдар болуш керек, врачтарыбыз. Они в его лице работают. Ошон үчүн Макиметовду үй камагына чыгарып, урматтуу президентке кайрылам, биздин балдардын өмүрүн узартып, ушулардын дартына даба берип жүргөн биздин дарыгерлерибизге тынчтык берип, ушуларга колдоо көрсөтсөңүздөр. Мына мен жалгыз өзүм келгеним менен мына биздин ак энелер кол коюп берген кагаздар. Спасибо большое. Спасибо. И мы видим подписи. Рахат Аламбаев, потом профессор Айвар, и перейдем к вопросам, послушав сначала Салтанат. Коротко, пожалуйста, Рахат, профессор, доктор медицинских наук. Прошу вас. Хочу сказать, Эмиль Кудушевича, мы прекрасно знаем, мы являемся его друзьями и коллегами, знаем прекрасно его семью. Это очень интеллигентная, высокопорядочная семья. Дети его все тоже по стопам своих родителей пошли в медицину. И, конечно, вот эта новость нас очень удручает. И самое главное, еще что, почему-то его вот туда, в СИЗО. Он не такой человек. Это вот, как здесь говорили, это очень мягкий. Не зря вот его дети любят. А дети, это вот, они же как индикаторы. Они добро и зло легко распознают. Они очень его любят. И это прекрасный хирург. Прекрасный хирург. Единственный детский хирург у нас в республике.
Вот, поэтому, конечно же, страдает и семья, страдают и онкологические дети, которые ждут операции. Вы сами знаете, каждый день дорог для онкобольных. Вот, я бы хотел просить, вот есть же такая мера подписки, там это, чтобы он никуда не собирается убегать, да у него и мысли такого нет, вы просто не похожи на него. Вот это большой трудяга, честный большой трудяга. И хотел попросить вот следственные органы, чтобы отпустили его. Он не будет убегать, он будет всегда, когда надо, приходить. И очень прошу, чтобы... Спасибо, Рахмат, тем более, что закон это позволяет, насколько я понимаю. Айват Тойганбаев, профессор. Прошу, заслуженный врач-онколог.